обращаться, запомни. То, что нарисует, это стоит $1 миллион. Никогда не бери кредит, ни в коем случае, если это все не проверено. Ты что, ходишь на тренинг? Ты что, тупой, что ходишь на тренинг? Как будто они умные. Теперь самое важное, возьмите за уши себя. Люди думают, что от того, что много работают, как будто больше результата будет. Это не так. Ты начнешь понимать, как делать одно действие, которое дает миллионы результатов. Мы родным, близким нужны успешным человеком. Вы хотите найти инвестора? Хорошо, сейчас скажу. Первый совет. Ищите инвестора среди успешных людей, которые стали успешны в том сфере, где вы хотите делать бизнес. Например, если вы хотите текстильным бизнесом, найдите человека, который в этой сфере разбогател. Если вы хотите заниматься недвижимостью, найдите человека, который в этом сфере разбогател. Это что означает? В самом начале, когда я это не понимал, я искал инвестора из разных сфер. Соответственно, эти люди постоянно мне отказали. Мне показалось, что проект плохой. Поняли, да? То есть получается, что представьте, мне нужно недвижимость строить, а я ищу инвестора, который там, не знаю, совсем закусочным бизнесом разбогател или производство разбогател. Соответственно, они начинают мне много плохое говорить. Они не доверяют, у них нет опыта в этой сфере. И они начинают мне гаснет мой внутренний огонь. В итоге я очень много инвесторов проходил, и у меня не получилось привлечь, когда первый раз деньги, потому что я не тем людям обращался. Первая вещь, ищите человека в вашем сфере. Второе, я вам просто 3-4 вещи скажу, это совет на $1 миллион, брат мой. Практикуй. Вторая вещь, когда найдете инвестора, если найдете человека и так далее, изначально все обговаривайте, делайте все узаконено. Самая главная вещь – это закон. Это что означает? Это означает, что если у одного из вас будет превосходство на другого, рано или поздно ваш партнер или вы этот шанс будете использовать. Поэтому это очень важный момент. Поэтому, когда вы привлекаете себе партнера, есть формула, как выбрать партнера. Первое. У него должно быть больше денег, чем у тебя. Если с кем-то либо делаете бизнес, не делайте бизнес, у кого мало денег, чем вы. Не делайте бизнес тем, у кого вообще нет денег, чем вы. Потому что это человек для вас слабыми. Главная формула, второе, никогда не делай бизнес тем, у кого много долги. Потому что его проблемы станут твои, он заражает тебя. Следующая вещь, делайте бизнес тем, у кого в этом сфере есть навык, умение, опыт. Он знает, что делать, знает, что не надо делать. Следующая вещь, берите себе партнером или инвестора того человека, у которого есть правильная команда. То есть он реальная команда имеет, помогает вам, как это все делать и так далее. Помогает вам наладить систему. Не только деньги дает вам, он готов вкладывать вам деньги, вкладывать время, вкладывать связи, вкладывать усилия и так далее. Если такого человека найдите, станьте партнером, инвестором. Условия должно быть такое. Запомни мои слова. Некоторые люди странные, они приходят, мне говорят, дайте, пожалуйста, инвестиции и так далее. Недавно в Алмате один парень пришел ко мне и мне говорит, я хочу, что вот ресторан открыть. Вот вы вложите деньги в моем ресторане, я хочу открыть. Потом 80% мне, 20% вам. Он мне говорит. Я на него смотрю, думаю, ты что, дурака нашел? Внимание, обратите. Или некоторые приходят и говорят так. Давайте вот так. Давайте, у меня есть идея, у меня классная идея. Вообще супер, ни у кого нету. Ни у кого. Вот такая идея, классно, вот у меня бизнес-план такой и так далее. Вот вы вложите на мой проект деньги, 50/50, поработаем. Я никогда в таких людей деньги не вкладываю. Раньше не было знаний, я это делал. Не было опыта, я это делал. Много денег потерял. Если кто-то вам говорит, давай деньги вложи, вместе 50/50 работаем, не вложите деньги туда. Почему? Потому что он хочет делать бизнес за счет ваших денег. В конце концов, риск 100% ваш. Если бизнес не пойдет, не факт, что у этого парня получится. Это же всего лишь идея. Он вам всего лишь идея продает. Это похоже, что рыба в океане гуляет, если вернется, заберем, делим. Это всего лишь идея, вы понимаете? А вы сейчас оплачиваете деньги, прямо сейчас вкладываете. Риск 100% ваш. А если вдруг не получится, что вы можете делать с ним, если у него денег нет? Он вам скажет, ну, не получилось это бизнес. Ваших денег нет. Вот сейчас покажу тебе, что надо делать, хорошо? Запомни. То, что нарисую, это стоит $1 миллион. Это миллионы долларов стоит. Возьмите свой телефон все. Записывайте то, что скажу.
Возьмите свой телефон, записывайте, а потом закидывайте интернет и отмечайте Давлатов и хэштег. Потому что это поможет многим. Очень многим людям. Такие советы обычно никто просто публично не дает. Такие советы, на них надо платить кучу денег. Кто меня понял? Понял, да? Потом закидывайте в соцсети хэштег Давлатов. Просто отметьте мое имя. И тогда больше люди будут еще видеть, и больше люди будут смотреть, больше люди... Я имею в виду, чтобы только не смотрели ваши, кто есть, чтобы все посмотрели, много людей смотрели. Сначала надо понимать, когда надо привлекать деньги. Первое, что вы должны понимать, надо понимать, когда можно привлекать деньги. Это первое. Когда? Только в том случае привлекаете деньги, если ваш продукт проверен. То есть вы попробовали продукт, она реально востребована. Второе, когда ваша идея уже востребована, вы поняли, что эта идея реально работает. Третье, ваша система работает. То есть вы тестировали свою систему, и вы убедились, что система, она работает. Четвертое, вы поняли, что вы сами, как профессионал, сами можете реализовать то, что вы хотите делать. То есть много людей, у них идея классная, но они не могут эту идею превращать в бизнес. Это всего лишь у вас в голове пока мысль, но это еще не бизнес. Пока она не принесет прибыль, она не является бизнесом. Нельзя поддаваться иллюзиями. Это всего лишь идея еще. Знаете, сколько таких идей умирает, даже не реализуется? Море таких идей, которые просто в голове людей, так и не дойдет до бизнеса. Поэтому, внимание обратите, очень-очень важно. Вы должны себя проверить, испытать. Пятое, ваша команда может это делать. То есть вы потестировали, поняли, что ваша команда может это реализовать. Это все вы попробовали хотя бы в районе 6 месяцев. И вы вышли на некий прибыль. Вы видите, что вы можете на это зарабатывать деньги. Только тогда подтяните инвесторов, или подтяните партнеров и так далее. И в этом случае, будет очень-очень важный момент, который вы должны понимать. Очень важно, чтобы вы арендовали деньги, чтобы это не превращалось в долги. Существует понятие аренда денег, понятие долги. Это два разные вещи. Это означает, что если вы берете у кого-то 100 тысяч долларов, и вдруг потом этот проект не работает, вам придется из кармана вернуть эти деньги, тогда они превращались в долги. Кто понял? То есть, если вы брали деньги от кого-то, и потом не получилось, этот проект не работал, что-то не получилось. Бывает в жизни, у кого море людей, понимаете, из 100 человек 90% из них не получится, потому что что-то из них не работает. А потом им придется самим либо дом продавать, отдавать, либо там кредиты брать, отдавать, либо что-то делать и отдавать. То есть, если вам придется из кармана оплачивать эти деньги, это получается, что это все превращалось в долги. А теперь, когда деньги вы привлекали, или занимались партнером, или что-то, но эти деньги не вы возвращаете, потребитель возвращает. То есть идея работала, продукт востребован, система работала, но за это не вы возвращаете деньги, а рынок возвращает эти деньги. Тогда это есть аренда денег. Тогда вы процветаете, вы идете. Вы всегда должны понимать, что чем отличается кредит от инвестиций. Кредит – это ваши личные риск, ваш собственный риск. Ты брал, ты идет, не идет, умрешь, живешь, надо платить. А инвестиция – это риск инвестора. Инвестор, понимая, пойдет на этот риск. Он знает, куда идет, понимая, пойдет на этот риск. Поэтому в самом начальном этапе бизнеса никогда не бери кредит, ни в коем случае, если это все не проверено. И вообще в начальном этапе кредит нельзя в ни в коем случае брать. Лучше найди партнера, лучше найди человека, который понимает, с ним работать совместно. Теперь, пожалуйста, дорогие мои, никогда не берите чужие деньги или кредиты, пока все вы не проверите. Пишите Давлатов Саид Мурод, и она попадает. И много людей начинают смотреть. Скиньте, кто сейчас скинет, скиньте мне, скажите, что скинул. Отправьте, делайте добро. Вы же учитесь, делайте добро, распространяйте добро. Станьте причиной распространять что-то хорошее в жизни. Знаете, люди, как зараза, плохое рассказывают, нормальное, хорошее не говорят. Некоторые даже и стеснятся кому-то, скажи, я был на тренинге. Как будто это какое-то унижение, позор какой-то. А еще думают, ты что, ходишь на тренинг? Ты что, тупой, что ходишь на тренинг? Как будто они умные.
А вот ходит какой-то там гамбургер, покушает, фотографирует, скидывает. Или какую-то глупость видит, его публикует, как будто всем надо знать, как ты жрешь. Люди странно, да какие-то глупости показывают, а чего-то мудрости. Им как будто неудобно, как будто им тяжело это делать. Знаете, эти советы, которые я сейчас говорю, меня обошлись в некоторых проектах сотни тысяч долларов, а в некоторых миллионы долларов обошлись. Я очень много ошибок совершал. Конечно, человек, который их не понимает или не столкнулся, для него это просто слово. Ну, это просто... А вот кто страдает сейчас, мне так хорошо понимает. Уловили? Еще пара вопросов отвечу, и все, ребята. Да, королева, скажите. Вы говорили, что у вас 18 бизнесов. Да. А как вы успеваете? О, хороший вопрос. Еще пишу книги, пишу музыки, воспитываю детей. Я хороший муж. Все надо делать. Хорошо, понимаете, надо работать над собой, еще и бизнес управлять. Это очень важно. Еще успеваю обучать вас. Это все надо делать. Я понял, что мы, жену, нужны как успешный муж, как здоровый муж, как уважаемый муж. Детям мы нужны как успешные отцы, реализованный отец, реальный хороший пример. Понимаете, мы родным, близким нужны успешным человеком, богатым, не бедным. Если ты бедный, ты свои братья и сестры тащишь назад. Ты для своих братьев и сестрам ты нужен как состоятельный человек. Чтобы они могли в любой момент надеяться на тебя, опираться на тебя. А родителям как успешный сын, который помощник, правая рука. А жену как достойный, успешный муж, который умеет заботиться, достойные же условия создает. Детям, чтобы ты мог достойное образование им давать. Мы никому не нужны бедный, больной, неудачник. Никому не нужны. Даже ни детям, и ни родителям, и не жену. Согласны? Они мучиться будут. Они мучатся с таким неудачником. Поэтому, вот когда я это понял, вы меня спрашивали, как я успеваю, я всегда об этом думаю. Когда смотрю на детей, думаю, я детям нужен успешный отец. Я работаю. Я очень много работаю. Правда. Моя администрация, они со мной не выдержат. Когда приезжаю в городах, где мои представители, они 2 раза радуются, когда я приезжаю, когда уезжаю. Я на ногах стою иногда 8 утра, иногда до 12 часов ночи. Вы думаете, что жизнь успешных людей просто лежат на диван, пульты нажимают, шашлыка принеси. Это не так. Такая жизнь смысла не имеет. Я хочу максимально выражать себя, максимально испытать свою жизнь, максимально попробовать себя, к чему я способен. Все равно же умрешь. Поэтому так. А чтобы все успевать, это надо планирование. Что помогает нам? Надо выбрать самое важное. Надо выбрать приоритеты. Надо постоянно над собой работать. Над собой надо работать больше, чем над бизнесом. Тогда мозг начнет подсказывать тебе, как правильно делать. Что я заметил? Люди думают, что от того, что много работают, как будто больше результата будет. Это не так. Над собой больше надо работать, чем над бизнесом. Это чтение книг, это работа над собой, занятие спортом, это молитва и так далее. Чтобы твой мозг очищен был от ненужных гряз, ненужных мыслей и так далее. Тогда ты начнешь видеть, как делать одно действие, которое дает 10 результатов. Ты начнешь понимать, как делать одно действие, которое дает миллионы результатов. Как построить систему. Ты тратишь время не на того, чтобы работу делать, а на того, чтобы работу хорошо организовать. Чтобы система работала без тебя. Я каждый день думаю, как отточить разные бизнес-модели, как систему поставить. Постоянно. И ваш мозг привыкает к этому. Это очень важно. И это активный образ жизни становится вашей постоянный образ жизни и хроническое состояние. Я не могу лежать дома. Я помню, мама жива была, она однажды меня заставила дома лежать.
Я прихожу домой, она говорит: сынок, ну хватит, сколько можно работать? Сегодня садись, никуда не иди. Я смотрю, она скучает. Я сидел рядом с ней, и все, голову положил на его колени, и она мне рассказывает, чья-то коза родила, кто-то замуж вышла, кто-то там что-то делала. И я лежу, говорю: да, мама. И я снова поворачиваю на другое плечо, она продолжает. И так далее. Тот день я дома лежал, у меня спина заболела. Да, потому что у каждого человека есть свой темперамент и свой характер, понимаете? Свой образ жизни. Понимаете? Есть люди, которые пассивный образ жизни ведут, есть люди, которые активный образ жизни ведут. Также, если вы ведете активный образ жизни, со временем она станет ваше хроническое состояние. Вы без него не можете потом. Потому что организм привык на такую нагрузку. Да, дорогие мои, внимание, осанка ровна. Я еще здесь, ребята, еще 2 минуты, потерпите меня. Хорошо? Большое вам спасибо. Напоследок я вам хочу сказать. Ребята, сами подумайте. Я желаю вам богатства. И наша команда работает над этим, чтобы кому-то принести пользу. У меня нет смысла кому-то из вас неправильный совет давать. Так, согласны? Есть только единственная вещь, что дай Аллах, чтобы кому-то из вас это пригодилось. То, что мы говорим. Дай Аллах, да. Самый важный человек в этом мире – это вы сами. Помните, вашим детям нужен успешный отец, успешная мать. Помните, что вашим мужам нужна здоровая жена. Больная жена никому не нужна. Вашему жену нужно сильный, успешный, богатый, здоровый муж. Запомните, это все очень большую роль играет. Создайте себя таким. Иншаллах, у вас все получится. Желаю вам успехов. Всего доброго.